Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Ну что ж, сейчас я хочу пригласить Сергея Кидышко. Сергей, подойдите, пожалуйста. Он историк и расскажет про референдум. Вітаю вас, шановне господарство. Ну, не зовсім так, я не зовсім тільки історик. Я білорус з Мінську, представник білоруського групу десантників, ось які в 2020 році разом з вами з усіма ми виходили на площу. Але ж у руху незалежним я, так би мовити, з 2001 року. Ось. І маю досвідчення уділу во всіх компаніях. Ось. Пам'ятаю референдуми, які вже утворив Лукашенко. І тому у мене особливе міркування, можливо, відрізнення, а міркування більше не зараз. Ось. Тут тичиться питання того, як зараз нас поділяють уже після 2020 року, після цього року чекання у наших, як нас поділяє ця влада. Ну, і в 2020 році, до речі, хочу, каб то, що я скажу, ніхто не думав, що я, може, когось там хочу покривдити і не пам'ятаю заслуги. Ці не пам'ятаю тих, хто де сидить, я сам на Окресіна і на Жодіна, ніяким судом я просто вийшов і виїхав. І маю кримінальний артикул, і як адвокат казала, я не гулялася в цій гульні від 2, вона одразу сказала, до 6 років. Ось, тому це до того, коли хто подумає, що кого хочу образити, і що, так зовсім не. Просто люди, які зайшли в білоруську політику в 2020 році, вони часом були недосвідчені, але ж вони зайшли, заявили про себе, сказали, ми лідери. А коли ти лідер, ти якби вези людей і неси відказність. А коли ти кажеш, я лідер і нічого не робиш, або ведає приклади того, як було на Українах, які з нами сусідчі такі події відбувалися, ти не робиш виснови, робиш ніякі свої заяви. Опонентів твоїх, які були до цього, називаєш ніякої старої позиції, кажеш, у когось там деменція. Ну, я думаю, що шмат хто розумів, про що я кажу. Штаб Бабарики, коли об'яснив про ідею референдуму, ще коли Бабарика тільки що був затриманий, він казав, що той, що, наприклад, каже Позняк, це чоловік в огулі, виживший з ума, ось, це ніяка деменція, там. Ну, Зінон Станіславович вже все сказав про це референдум, про все те, що зараз відбувається. Я вас хочу господарство, отримується, що коли, наприклад, я супротив референдуму, який зараз буде, отримується що? То я со старої позиції? Ну, ось цікаво, мені 45 років, я у руху з 2001 року. Ну, у меня старая позиция, так? Но коли кому-нибудь из вас так само 45 годов, и он вошел в политику только в 2020 году, то что, он молодая позиция? Не. Это мои ровесники, только люди недосвідчені, які не мають досвідчення і не пам'ятають референдуму, коли Лукашенко протягував свою эту каденцию президентскую назавсёды, так? Ось, это все вже було. Ми вже наступаємо на граблі який раз. Вибори 2020 года повторяли докладно кампанию 2006 года, коли кандидатом был Милинкевич. Я тоді був у Зубре. Ось. І ми всі разом рихтували площу. Но в опошній момент доросла опозиція сказала, Милинкевич і всі остальні сказали, добре, хай Зубри йдуть на площу, хай яни роблять площу, а ми будемо по законі. Мы памятаем, что в 2020 году Бабарыка сказал то же самое, что а мы будем робить по закону. Ему сказали, как по закону? Подманываешь же, фальсификация. Я не верю в фальсификацию, мы будем скардиться. Так будут репрессии, мы будем скардиться милиции. Милиция скардится на милицию, Ермошина скардится на Ермошину. Ну абсурд, разумеете. Ну і я в 2020 году вельми довго не узельничав в оголі, ні в чим, тому що я бачив повторення. І я розумів, що кинуть людей, кинуть на амбразури. Лукашенко сказав, що буде стріляти. Це було докладно, ну, всі це чули, коли він згадував про Узбекистан і Мамалі Рахмонова. І це все було зрозуміло. Ну риторикою своєю мирною, ми будемо по закону робити, ми будемо скардитися. Бабарикові і останні штаби вивели шмат людей беззбройних, просто на вулиці. І тут зараз парадокс такий отримується, що коли б люди не вийшли, не було б цього уздима, не було б цього протесту, не було б руху. Ну ми маємо ахвяри. Отримується, коли б люди не вийшли, нічого б не було. То же саме зараз. Просто треба робити.
Таму ўзнікае гэта ідэя рэферэндума. І глядзіце, мы атрымліваецца веземся на паваду у Лукашенко. Гэта Лукашенко, калі ему казалі сыходзь, все, сыходзь, до побачення, а ён казаў не, правядзем рэферэндум по Конституцыі. І дуріў галаву усім, дуріў з гэтым рэферэндум цэлы год, сабраў нейкую камісію, нейкіх галуёў, якія некампетентны ввогуле. Пытаннямі рэферэндума мусіць займацца юрысты. І в нашым выпадку не варта выносіць пытання такіх маштабаў, як змена Конституцыі, ці парламенцкай рэспублікі, ці прэзідэнцкай, на абмеркаванне народа. Пры ўсёй павазе да нашага народа у нас вельмі шмат гадоў бракавала адукацыі палітычнай, гістарычнай, і народ недасведчаны. Гэта маніпуляцыі, разумееце? Вось, і я лічу, уже пэўна, можа па рэгламенце часу хутка мне трэба будзе скончыць, я лічу, што мы не мусім паміж сабой сварыцца, хто за рэферэндум, хто супраць. Мы мусім займацца іншай справай, мусім аб'ядноўвацца. Дыаспора у Польшы велізарная. А вось паглядзіце, палічыце, колькі нас тут, так? А у Польши же тысячи людей. И такая картина повсюду. Я жил до этого в Щесине. Сейчас в часе было 400 особ. На акции выходило 30 человек. Мы мусим тем, что попросту тут треба нам об'єднатися. Хай Варшава стане нашим Львовом, як було українців. Розумієте, була ситуація у Литві, коли Литва у часи совєтської окупації, я кажу про 20-е століття, перед Другою світовою війною, яны бачили, что оккупация непозбежная. Сейчас уже так, я буду вельми хутко скорочиваться. И литовцы что зробили? Они бачили, что они не могут супростоять Советскому Союзу. Мы объединялись, и элита их выпрацовала стратегию, як заховать нацию. У нас зараз саме відбувається. У нас погроза згублення і згуби незалежності, страти незалежності. Ми займаємося питанням референдуму. Ми бачили Україну. То саме, ми не робимо виснову. Коли у нас були події, на Україні були події, я зараз кончу вже. Порубій сказав на Майдані: альбо ми перемагаємо, альбо ми всі сидимо. Ось, і вони перемогли. Мы выходили мирно. Было же зрозумело, что будет террор, будут репрессии. Мы отримали террор репрессий, потому что все хотели мирно. Вот я с десантуры. Нам сказали, вы мусите. Ну что мусите? У меня есть приклады, когда выходили мои хлопцы-спортовцы. И их люди просто называли провокаторами и сдавали их менталу. Разумеете? Потому что мы мусили мирно. Ну до чего мы пришли с нашим миром? Я просто скажу, что давайте думать про то, что нам навязывают, и не вестись на это. Ой, живе Беларусь! Я сейчас хочу пригласить члена команды НАО Артема Просколовича. Добрый день, друзья. В ближайшее время в Республике Беларусь планируется совершение очередного преступления. Заказчиком является международный преступник, террорист Александр Лукашенко. Соучастниками могут стать тысячи белорусов, а пострадавшими миллионы. Речь идет, конечно же, о референдуме, а точнее о очередном конституционном перевороте. Эта кампания, возможно, гораздо важнее, чем очередные президентские или парламентские выборы, потому что вся та ситуация правового дефолта, недозаконов, упадка экономики, отсутствие правовой системы, политической системы, разрушение СМИ, неправительственных организаций, которая сложилась сейчас на практике, она рискует быть закрепленной в Конституции. И через год людям будут говорить, вы сами проголосовали, у нас это в Конституции записано, будьте добры, живите с этим. Демократические силы определили совместную стратегию. Долго обсуждая, сверяясь с активистами внутри Беларуси, учитывая то состояние, в котором сейчас находится общество, тот уровень небезопасности к каким-либо более открытым, активным действиям по состоянию на сегодняшний день, было решено, что мы зовем белорусов приходить массово на участки для голосования и делать бюллетени. Хорошо. И делать бюллетени недействительными. Поставив крестики во всех окошках, которые предлагается выбрать. Там, за, против, воздержался и так далее. То есть делаем бюллетень недействительным, опускаем его в урну. Фиксируем этот факт и собираем сведения на платформе «Голос».
Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать самое главное, доказать, что референдум не состоялся. Это опрокидывание референдума, это противодействие преступлению, которое совершается в отношении каждого из нас. Люди, находящиеся за рубежом, также могут прийти на участки для голосования и принять активное участие в предлагаемом действии. Почему это, на наш взгляд, не участие в предлагаемом Лукашенко мероприятии? Потому что мы не действуем по сценарию, который записан в избирательном кодексе. Потому что мы не действуем по сценарию, который хочет власть. Мы действуем по своему собственному сценарию. Мы собираем доказательства того, что результат сфальсифицирован, и самое главное, результата нету вовсе. Референдум не состоялся, поскольку необходимо, чтобы проголосовало более половины списочного числа избирателей. Как мы все знаем, с помощью платформы «Голос», платформы «Зубр», с помощью всех нас, мы смогли в прошлом году и в этом году доказать реальные цифры, которые были получены в ходе выборов. Не просто тот факт, что выиграла Светлана Тихановская, а с каким процентом она победила в первом туре голосования. Иначе, в нашей стране быть в большой беде. Это будет большой отброс на многие годы назад. Практически Лукашенко в последней речи своей говорил про вече. Это на тысячелетия просто назад. Исторический отброс общества. Мы начали путь в 2020 году. Возможно, сложный, возможно, с большим количеством потерь и жертв. Но если мы начали идти, то мне кажется, что уж точно мы не должны бросать это сегодня, на середине, отказываться от возможности противодействовать любому обману, который навязывает нам режим. Пару слов про бойкот. Да, бойкот замечательная вещь, но если даже изучить статью в Википедии по вопросу, что такое бойкот, это активное действие. Это не остаться дома и никуда не пойти. Это выйти на площади с плакатом «Я за бойкот», бойкот референдуму, референдуму нет. Это агитировать за бойкот. Не зря в избирательном кодексе запрещена агитация за бойкот выборов и референдума, потому что, естественно, бойкот – это самый действенный инструмент, но когда это настоящий бойкот. Не молчаливое оставание дома, которое никто не видит, а активное продвижение это месяцами и годами. Если же этого бойкота никто не видит, то это действие не является само по себе бойкотом. Поэтому в итоге что я могу сказать? Мы призываем всех рассказать еще раз своим мамам, бабушкам, дедушкам, устанавливать приложение, регистрироваться, когда вся эта механика будет дана, объяснять, почему это важно, что нужно сделать, чем это грозит, почему нельзя оставаться дома, отслеживать повестку демократических сил самостоятельно и обсуждать это со всеми при каждой удобной возможности, обсуждать практически, только эту тему, то есть сделать это сейчас самым важным. Какая будет ситуация в тот день, неизвестно. Что из этого может получиться, неизвестно. Понятно одно, что для режима это на самом деле день X. Это не для нас день X, это день X для режима. Потому что Лукашенко потерял одну свою любимую игрушку, за счет которой он легитимизировал себя выборы. Если ему еще и на второй его любимой игрушке, и на любимой игрушке многих диктаторов в референдуме народ продемонстрирует свое несогласие с ситуацией в стране, с нахождением его у власти, это будет потеря его в глазах его окружения. Это очень важно. Кто бы что ни говорил о том, что это пройдет незамеченным, о том, что цифры нарисуются, возможно, но это все будет сопровождаться массовой акцией неповиновения всего белорусского народа. И с этим придется считаться. И это будет закат диктатора окончательный. Так мы будем быстрее приближать нашу совместную победу. В ином случае ждать придется гораздо дольше. Она все равно наступит, но всем вместе нам придется ждать дольше. Поэтому призываю еще раз держать это в головах, рассказывать каждому другу, товарищу, соседу, родственнику
погружать в это людей, которые находятся в Беларуси, следить за повесткой демократических сил. Мы приходим на референдум и делаем его несостоявшимся. Так победим. Живи Беларусь! Спасибо за ваше выступление. У меня пару вопросов. Значит, первое. Я так понимаю, будет проходить на территории Беларуси. И что же насчет граждан, которые находятся, например, в Польше? Мы прорабатываем совместными усилиями, то есть какую-то памятку однозначную по действиям, которые мы будем предлагать. На сегодняшний день что можно точно сказать? Значит, если люди находятся в процедуре международной защиты или получили статус беженца или дополнительной защиты, они не могут посещать посольство, поэтому таким людям мы однозначно не рекомендуем посещать, иначе они могут утратить статус или процедура в отношении них может быть прекращена. Если в отношении людей возбуждено уголовное дело, они находятся в розыске. С точки зрения закона, работники посольства не имеют права вас задерживать, значит, каким-то тайным образом пытаться вывести в Беларусь. Они, даже если в отношении вас у них есть какие-то подозрения, сомнения, и они хотят, чтобы в отношении вас предприняли какие-то действия, они должны вас передать местным властям, чтобы те начали процедуру экстрадиции. Ну, как вы знаете, на сегодняшний день, за последний год как минимум, ни одна процедура экстрадиции не увенчалась успехом. Все прекрасно понимают, какая политическая ситуация в Беларуси. Здесь, конечно же, каждый ориентируется на свой страх и риск, но вы можете взять несколько коллег с собой, зайти в здание посольства. Если в отношении вас там совершаются какие-то противоправные деяния, вы не можете выйти, ваши друзья информируют об этом власти, чтобы вас не похитили и тайно не вывезли в Беларусь. Но давайте будем объективны, то есть там сотни людей в розыске, в отношении их возбуждены уголовные дела, никто сотню людей тайно из посольства в Беларусь вывозить не будет. Если вы яркая персона и там чешутся руки действительно у режима вас захватить и выдворить в Беларусь, то оценивайте объективно свою ситуацию. Если же вы просто переместились сюда, в отношении вас нету никакого статуса подозреваемого, обвиняемого, есть даже какая-то административка, риск того, что к вам возникнут какие-то вопросы, минимальный. Приходить можно, нужно. Естественно, не делать это поодиночке, лучше. Более подробное мы сверимся еще, скорее всего, с властями местными о том, как они могут обеспечивать безопасность Беларуси в ходе этой кампании, тех, кто решат посетить избирательные участки, и эта информация будет доведена до сведения. Спасибо за ваш ответ. Подскажите, может быть, есть у кого-нибудь вопросы к Артему? Спасибо. Если ты в микрофон, пожалуйста, вопрос. А разве территория посольства Республики Беларусь не считается территорией Беларуси? Люди с беженством не имеют права туда заходить. Я с этого начал, да. Люди с беженством не должны посещать, потому что в отношении них может быть прекращена либо процедура, либо утрачен статус. Но еще раз подчеркну, несмотря на то, что это территория Республики Беларусь, все равно в отношении вас не имеют права совершать там никакие противоправные действия, вас не имеют права задерживать, брать под арест и вывозить в Республику Беларусь. Максимум, что могут сделать, это передать вас властям для проведения соответствующих процедур на территории Польши, Литвы, Украины и так далее. У нас тут созрело предложение, мы пообщались, что если в день референдума, если он, конечно, еще состоится, нет, я просто именно по этой поводу. Нам всем, у кого есть международная защита, это обязательно нужно раскидать по всем диаспорам, чтобы мы все собрались на пикет возле белорусского посольства. Пускай стоялась табличка, что мы против. И опять же, это все будет транслироваться по всему миру, когда будут все диаспоры под белорусским посольством в тот же день стоять то, что мы против. Мы уже будем показывать свои голоса. Нас будет много очень. Но это заранее нужно информацию раскидать по всем белорусским диаспорам. Почему еще очень важно за рубежом массово прийти также на участки? Потому что примерно около 400 тысяч выехало за последний год после августа всех событий. Как я это оцениваю по информации из различных источников, то есть там в Украину, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Только это уже получается порядка 5-7% выборщиков.
Соответственно, эта масса уже может стать критической для того, чтобы доказать факты фальсификации. Поэтому активное участие за рубежом однозначно немаловажно. Хорошо, Артем, спасибо большое за Большое. ваше выступление. А сейчас я хочу пригласить Наталью Попкову. Наталья из Громады. Привітання. Наталя Попкова, Соціал-демократична партія Народна Громада. Падрыхтавала для вас выступ, які датычыцца беларускіх рэферэндумаў агульна. Ніколі такога не было, і вось зноў. Сёння нелегітымны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь разам з урадамі, якія ніхто не выбіраў, з ЦВК, на чале якога стаіць Лідія Ярмошына, якая заняла месца забітага ўладамі Ганчара, гаворыць нам аб чарговым рэферэндуме. І сёння, замест абмеркавання новага рэферэндума, замест пералівання інфармацыі з пустую парожнюю шклянку, я хацела б успомніць пра тое, як у нас скралі незалежнасць і вольнасць. Незалежная Рэспубліка Беларусь пасля развалу Савецкага Саюза з'явілася на міжнароднай арэне ў жніўні 1991 года. У выніку прыняцця Верховным Саветам дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. У 1994 годзе прайшлі першыя і апошнія дэмакратычныя выбары на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. А ў 1995 годзе Лукашенко правёў першы рэферэндум, парушыўшы Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь пры дапамозе міліцыі, спецназа і выгнаўшы дэпутатаў апазіцыі з авальнай залы. Нелегітымны паспрабаваў скрасці ў нас самае святое, а менавіта Лукашенко паспрабаваў скрасці сакральныя сімвалы у беларускага народа, нашу мову, культуру, сцяг, герб. Але ў яго нічога не выйшла. Паглядзіце на нас. Паглядзіце на людзей, якія стаяць побач з вамі. Больш за 25 гадоў актыўнай дзяржаўнай прапаганды супраць беларускіх сімваляў. Служаныя гвалтам і рэпрэсіямі. А мы ўсё роўна стаім пад чорна-белым сцягам і размаўляем на нашай беларускай мове. Лукашенко, выбраўшы курс на інтэграцыю з Расіяй, стварыў потенциальную погрозу для незалежности и суверенитету Республики Беларусь. А также при допомозі референдуму Лукашенко наділив себе правами дотермінового розпуску Верховного Совета. Хочу звернуть увагу, что питания, вынесенные на референдум, уступили у суперечность с действующим законодавством, а менавіта з декларацией об державном суверенитете 1990 года, с законом об референдуме, народном голосовании у Республики Беларусь 1991 года, артикул 3, с Конституцией 1994 года, артикулы 17, 78, 148, порушающие законодавство ЦВК, малює питання Лукашенки больш за 75% выбарчай падтрымкі. Належныя назіральнікі пацвярджаюць масавую фальсіфікацыю пры падліку, якія выбаршчыкі і вынікі галасавання назіралі на АБСЕ. Зафіксавалі факты ўмяшальніцтва органаў выканаўчай улады ў працэс галасавання. Гэтак жа варта адзначыць палажэнне указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь об некоторых мерах по забеспечению стабильности и правопорядку у Республики Беларусь от 31.08.95 года. Лукашенко позбавил депутатской недотыкованности депутатов и заборонил деятельность незалежных профсоюзов. Министр юстиции и прокуратура отрымали право узмацнить контроль над политическими партиями. Черговое порушение законодавства Беларуси было звольнение старшини Центральной выборчей комиссии и призначение конституционного референдума 1996 года. Другий лукашенковский референдум. Другий лукашенковский референдум або конституційний переворот
затвердил широкие президентские полномочия, обмежовываючи при этом роль парламента. Менавіта з референдумом 1996 года почався авторитарный режим Беларуси. Політичне переутворення Республики Беларусь 1996 года авторитарной влады, отменом механизма демократичной правовой державы, поділу владу, принцип політичного плюралізму і у виніку обмежування громадянських і політичних прав Лукашенко взяв контроль над усіма сферами політичної, економічної і соціальної діяльності держави. У 2004 году, проводивший третий референдум, Лукашенко у народа попросил дозволу баллотоваться на посаду президента столько разов, сколько Лукашенко захочет. Поводле поведомления ЦВК Беларуси за проголосовало 79,42% белорусов от колькости громадян, унесенных у список до голосования. Супротив одобрения вынесенного на референдум проголосовало 9,90%. Это 691 917 человек. От колькости громадян, унесенных у списки для голосования. Колькость бюллетеней, признанных незаправданными, склала 67 тысяч и 1 бюллетень. Демократия в моей Украине не развивается на институциональном уровне, не на социальном. На данный момент Лукашенко, знищивши практично усі недержавні інститути і незалежні СМІ, скалічивши людей і вів цілого народу, вигнавши нас за межі родини. І він нелегітимний кликає нас на черговий раз на референдум. Черговий раз, сховавшись за спинами своих чиновников, ментов, кадебистов, армии, Лукашенко сфальсификує выборы. И наше право удельничать, не удельничать у черговом фарсе, наше право агитовать за бойкот и за удел, або не звертать на черговий референдум увагу. Але наш обов'язок обороняти свій голос, бо від кожного з нас залежить будучи в Білорусі, не повторюємо вже ми помилки 95-го, 96-го і 2004 года. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Спасибо за выступление. Сейчас я хочу пригласить Романа. Роман, который тоже скажет свое мнение по поводу референдума. Да, добрый день. Как некоторые из вас, наверное, знают, меня зовут Роман, я активист анархистского движения. И сегодня тоже выскажу, наверное, свое мнение по вопросу референдума. Оно будет не такое, наверное, как бы биполярное, не за бойкот, в смысле пассивно остаться дома, не за пойти галочку и поставить хоть что-нибудь, как-то испортить бюллетень. Объясню почему. В прошлом году мы все, там, и наши, в том числе, друзья, коллеги, которые остались в Беларуси, мы изменили страну и изменили положение дел не тем, что мы поставили где-то какую-то галочку. Мы изменили положение дел, выйдя на улицы городов. Положение дел изменило громогласное «Уходи», которое разнеслось по всему МЗКТ, которое перепечатали и там перерепостили, наверное, все СМИ в мире. Настолько это было вызывающе, громко и явно отражало настоящее отношение народа к тому, что происходит в стране. И по этой причине, именно по причине того, что на самом деле будущее нашей страны, оно решается на улицах, я бы, со своей точки зрения, я бы призывал идти на референдум. Не потому, что нужно там как-то поставить галочку, как-то испортить бюллетень, и это кто-то там как-то посчитает, и мы в очередной раз покажем, что Лукашенко нелегитимный. Все это все прекрасно понимают, все это все прекрасно знают, но и бюллетени будут посчитаны так, как скажет Плешивый. Это не важно. Важно другое. Важно, чтобы люди, придя по совершенно легальному, по совершенно законному, наверное, до сих пор, поводу, могли собраться возле участков
могли показать, что их много, показать не Лукашенко, показать в первую очередь друг другу, показать себе и показать в том числе партнерам Лукашенко, которые захотят в ближайшее время, видимо, помочь ему очередным кредитом, что ничего не вернулось, как было раньше. Ситуация по-прежнему такая, какой была год назад. Его по-прежнему ненавидят и его по-прежнему не признают. И люди, придя на участки, стоят точно так же, как год назад стояли на очередях, собирая подписи. Точно так же все будут показывать друг другу массовость. Да, можно сказать, что непонятно, за что там человек будет голосовать, это не важно. В прошлом году тоже было непонятно, за что люди голосуют, но все понимали. Все понимали, что эти очереди это против. Поэтому, со своей точки зрения, я бы предлагал ходить не для того, чтобы поставить там какую-то галочку, а как минимум для того, чтобы создать массовость, показать еще раз всему миру и в первую очередь друг другу, что еще борьба продолжается, что ситуация не изменилась, что мы все еще против. Спасибо. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Сейчас я хочу пригласить... Спасибо большое за выступление. Сейчас я хочу пригласить еще одного из активистов. Юрий, пожалуйста. Добрый день. Я, наверное, выскажу вообще самую непопулярную позицию по поводу референдума. Я считаю, что любая попытка бойкот или перечеркивание листа – это сценарий Александра Григорьевича Лукашенко. Все эти ходы, я так думаю, его аналитиками просчитаны. Нам нужен свой сценарий. Тот сценарий, который не будет укладываться в канву их сценария. Поэтому только акции гражданского неповиновения и вооруженный мятеж. Спасибо. Живи Беларусь. Вітаю ще раз, поважане господарство. Вибачайте, може навязчивий криху, але ж є можливість. Добре виказався Роман, великий дякую. Ось, слушні вельми думки, але ж не цілком згоден. Глядіться, я хотів одразу вийти після того, як виступив представник НАО, ось, а його вже, до речі, і нема. Виступив і збіг, так? Я хотів сказати про те, що озвучуються тези, які вже були, я про це казав. І кожен чоловік, який має які веди в історії, в чимсь веде, що є стратегія, а є тактика. Так ось стратегія – це коли є довгий некий план, довготерміново. А є тактичні кроки. Сьогодні робимо так, отрималось так, робимо по-іншому. То, що озвучено, я не можу зрозуміти, як можна одне і сказати тим же самим слові, в сказі інше. Так, ми йдемо на вибори, але ми ведаємо, що не можемо контролювати. Так, мы будем сапсовать бюллетени, а лишь мы ведаем, что никаким чином мы не можем подлечить. Это ж мы все уже прошли. Про голос, про зубр. Глядите, по голосу збирали дадзенные на Беларуси. Все дадзенные, которые пошли на голос про Вайбер, и они все были слиты ГБшникам. Я это докладно ведаю, пострадали люди. Так а что же мы про год полтора то, что не отрымалось в 2020 году? Я не жесткий критик такий, что давайте ничего не робить, бо не отрымается. Вот сказал, стоять побуч з участками, покажемо, як наш мат. Ну, ми ж ведаємо, як в 2020 році стояли люди побуч з участками. Під'їхав МАМАП, почали шманати людей, забирати вже на участках. Ну, давайте тоді одразу виходити на площадь, на холеру нам йти на ці участки. Ми ж бачили, яке назирання було. Люди стояли на зедликах, за плотами, про біноклі глядели, як там що підлічується. Глядите, і ще важне питання. Ну, ми поміж собою тут порозмовляли, яким чином ми принесемо інформацію до Білорусі. Ми все ж таки тут одорвані, так? Ну, вопрос, потрібно не паркування, а ось попередній, так само чоловік сказав, це все за референдум, це супер, це все по стратегії Лукашенка, ми повторяємо, треба вимислити щось нове. Що? Я зараз не можу сказати, просто давайте створити нове, будемо солідарними і будемо змагати. Головне не спиняться. Живе Білорусь! Дякую велике. Я ще хотів сказати, Вячеслав, так? Подиходьте, для вас. Ви не бойтеся, подиходьте, хто хоче промову сказати. Сьогодні вольний мікрофон. Але на тему референдуму. Добрий день, шановне господарство. Я вельми радий кожного з вас бачити, тому що ми знаходимо сили, нас тут так шмат, і
Ну, это, может, мне здаецца, одно з самых таких вот месцаў у свеце, дзе больш регулярна збіраюцца людзі. Ну, конечно, Вільня, Кіев, але беларусаў шмат па ўсім свеце, але важна регулярна. Таму што вы бачыце з таго боку лукавы пенсіянер, самазванец, ён не губляецца в фантазіях. Там то было одно, потым мігранты, то была это інтэграцыя уключэннем. Вот маецца быць это референдум. І не варта цешыць сабе ілюзіямі, што калі вырашыцца там, я не ведаю, крыза з мігрантамі, то як бы все пройдзе. Я ўпэўнены, што лукавы самазванец придумае штосьці іншае там з наркотрафікам ці іншым. Вот это вот референдум, ён ужо не мае такого прынцыповага значення, на маю думку, як меў у 96-м ці якімсьці годзе. У яго як бы улада вся ёсць, але ён як воўк, як загнаны звер, ён разумее, што яго не прызнаюць. І калі вы бачылі апошняе інтэрв'ю, то ўжо, ну, для беларусаў зразумела, то і для замежнікаў бачна, што это, ну, мне мягка сказаць, што это неадэкватны чалавек. Вот. Таму трэба рэагаваць і на гэты рэферэндум. Ёсць, я ўжо гадоў, не ведаю, 10 ці болей быў назіральнікам, калі быў у Мінску на ўсіх рэферэндумах, выбарах. Ну, тем не менее это. Поэтому мое особистое меркаванне, что трэба приймаць удзел. Бойкот, як бы, БНФ, КХП БНФ закликает до бойкоту. Ну, я особисто не супер. Можно, конечно, прийти, я не ведаю, написать на референдуме там бабу Ліду автозак там ці штосьці таке, каб ім было веселей паглядзець это. Вот. Но я за тое, што трэба удзельнічаць і ў тым ці іншым чынам, таму што я сачу за навінамі, як і вы упэўнены кожны з вас, і навіны альбо дрэнныя, альбо горшыя, альбо яшчэ горшыя з Беларусі. Ужо просто, ну, фактычна пасля забароны таварыства беларускай мовы людзі гавораць, што просто небяспечна размаўляць в Беларусі по-беларуску. Это оно і так было, але это ўжо як бы масава. Таму я закликаю вас приймати удзел. Хай кожны по сваім сумленні тут зробіць так, і проводить акції і закликає сяброў, што засталіся в Беларусі. Не губляйте веры в тое, што мы пераможем. І оптимизм вам, і эмоций. Ходите удзельнічаць в этих акциях. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І таксама віншую вас усіх з 101-ми годкамі Слуцкого збройного чина. Это великая падзея. Дякую всім. Дякую. Яшчэ хацеў сказаць Валера, але дзе ён? Валера! Актывіст з Киева. Я не бачу яго. Можа, хто хоча сказаць? Крадешся? Всіх вітаю. Ну, перше слово, которое я сказал, хотелось бы сказать, ну, живи Беларусь! Дякую. Насамрэч, то, что у нас предстоит в ближайший час, это то, что мы все обсуждаем. Это референдум. На жаль, мы все ведаем, как проводятся наши выборы и как лічацца наши голосы. Мы зараз тут. Потому что наш голос не полечили, с нами не посчитались, нас ни во что не поставили. Я уверен, что этот референдум будет такой же. От нас с вами залежит, как пройдет референдум. Ці будут белорусы отстаивать свои голосы и свои права. Мы, даже находясь здесь, можем повпливать. И спадзяюсь, мы все это будем робить. Удел альбо не удел, это дело пятое. Не головное. Головное, что будет потом. Надеюсь и спадзяюсь, что Беларусь будет вольной и незалежной. Живи Беларусь! Дякую. Я хотела бы напомнить, что там есть гарбата. Наш Алексей пришел. Нема? На 5 кубков. Я хотела бы подяковать тебе, Алексей, что ты приходишь на акцию и нас согреваешь. Это дякую великий.
О! Так, і яшчэ у нас тут хлопцы і дзяўчаты, хлопец і дзяўчына з такой вядомага гурта Трусторы, Беларашын Трусторы, якіх вы бачыце на вуліцы, і яны хацелі бы для вас заспяваць, калі вы не супраць. Дякую. Так, яшчэ хацела бы напомніць пра донаты на маркі, на лісты палітвязням, і потым пасля песен мы фотаграфуемся разам і разыходзімся. Добра? Ну, калі яшчэ хтось хоча сказаць, то можа падысці да сказаць. Мы представители диаспоры Санкт-Петербурга и хотели бы передать привет белорусам Санкт-Петербурга. Эти ребята, их сейчас тоже очень жестко прессуют, потому что это Россия, так, понимаете, как там дела обстоят, но тем не менее они помогают репрессированным белорусам, очень много всего делают. И мы, когда впервые собирались у посольства Беларуси, в Санкт-Петербурге, поначалу наши встречи происходили именно там. Там было довольно много людей, и мы всегда пели там песни, чтобы это нас так немножко объединяло. Сейчас мы тоже хотим спеть несколько песен, чтобы так что пойти вместе с нами, песни объединяют, и поднять вам немножечко настроение хотим. Воронком кричит, звуком родным братом полыхает там, вогнище до неба пьяный вином, заядают хлебом, песни им пьют, старые цыганки бьют копытом, а в небе маланки, крутые быки мають свою правду, їм не треба сонце, темри їм багата, їм весни не треба, їм зими поболі, как ти хлопець спав, на п'ячу неволі, грай, шукай, у снах юнацтва своє мари, грай, гукай, ясний зелений теплой чари, грай, спевай, дружно песни райской доли, грай, грай, гони быков, вернется доля. Напились быки, скачут по краине, топчут ручники, копытами в глине скачут по дворах, отчиняют хаты, кто не поховался, где виноваты, крутые быки мають свою правду, їм не треба сонце, темри їм багата, і весни не треба, їм зими поболі, как ти хлопець спав, на п'ячу неволі, грай, шукай, у снах юнацтва своє мари, грай, гукай, ясний зелений теплой жари, грай, спевай, дружно песни райской доли, грай, грай, гони быков, вернется доля, грай, шукай, у снах юнацтва своє мари, грай, гукай, ясный зеленый теплой жари, грай, спевай, дружно песни райской доли, грай,
Грай, хай быков вернется доля. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Калі раптам адчуеш камунальныя пахі і жыццё цябе возьме пятлю, зразумееш тады, што тры шарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у гору, ці з людзьмі усталюеш кантакт, зразумееш тады, што і сёння, і вчора наша месца на кропкі там. Эй, ла-ла-ла-лай, ты чакай, чакай, эй, ла-ла-ла-лай, ты чакай, ты чакай. Не было Галилея, ни Боба Марлея, не было Сальвадора Дали. Линея, эти три шарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Каб любіць Беларусь, нашу милую маму, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, под твоими ногами тры слоны нерухома стаять. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Еще раз. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чакает, и ты не чакай. Живи Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Место тепла, зелень стекла, место огня, дым и сетки календаря выкручен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает снил. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен
бегают наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и пульсации перемен. Мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день. Коробка спичек пуста, но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Это схема проста, и больше нет ничего. Все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Минск, Варшава, спуль нас справа. Минск, Варшава, спуль нас справа. Минск, Варшава, спуль нас справа. Все, последнюю песенку. Давайте споем, еще не замерзли. Моя дочка у садочку ружу, ружу полить, ружу, ружу полить, белые ручки колить, ружу, ружу полить, белые ручки колить, леточки.
Куполинка, куполинка, темная ночка, темная ночка, одежь твоя дочка. Темная ночка, одежь твоя дочка. Дякую всім. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! 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 Живи вечно. Дякую великі. Дякую великі вам. Да, я обдумаю. Ви не змерзли? У нас як быццам такі канцэрт сёння. Што яшчэ будем рабіць? Сфоткаемся? Драники? Не, хотите, давайте сфоткаемся і потым яшчэ пагутарым там адзін з адным, і до 16 гадзіны акцыя зарэгістравана, таму можете тут знаходзіцца са сцягамі до 16 спакойна, а потым уже, ну, трэба разыходзіцца так трохі. Ну, я прапаную сфоткацца. Як вы на гэта глядзіце? Падыходзьце тады сюды. Пакуль яшчэ ёсць святло і так... Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Мы разом, основа, за нами перемога! 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 Родима, свобода, долой руку урода! 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 Живи Беларусь! Живи! Живи! Беларусь! 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 Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Свободу палить вязня! 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 Свободу палить вязня!
уходи никуда. Стоите. Сейчас, погоди.